Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что смотрите мое видео, за прекрасные комментарии, за лайки, за помощь, за донаты. Земной вам поклон! Мои хорошие, давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Важное сообщение от вашей судьбы. Кто и что идет в вашу жизнь. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка у нас общая, но раз вы попали на это видео, значит здесь будет много полезной информации для вас. Итак, что же идет в вашу жизнь? Кто идет в вашу жизнь? Начнем мы с очень приятного человека. Вам с этим человеком еще только предстоит познакомиться. Познакомитесь в очень необычном и очень шумном месте. Необычное и шумное. Вы туда придете и будете как чувствовать себя не в своей тарелке. Вам там не понравится. Но там вы познакомитесь. В момент знакомства просто вот все поменяется. Вас знакомство очень-очень обрадует. Человек сам по себе идет очень яркий, красивый, не побоюсь этого слова, красивый, привлекательный и располагающий к себе. Но этот человек идет в вашу жизнь в первую очередь для того, чтобы вам с кем-то либо в чем-то помочь. Видите, этот человек на себя огромный ваш мешок надевает, да, берет с ваших плеч, снимает на себя, на свою спину одевает. То есть это прямой знак того, что человек будет помогать, что-то для вас делать, облегчит вашу жизнь, ваше существование, да, возьмет проблему на себя. Человечек стройный, такой, знаете, ладный, стройный и очень-очень привлекательный идет. Вот, с пользой пойдете. Сначала не понравится, а как познакомитесь сразу и, как говорится, забудете об этом шуме, о том, что место некомфортное, прям как тепло вам станет, тепло. А главное, вот нужна вам эта помощь, нужен вам такой человечек, который бы вас разгрузил. Идет. Это как отклик на вашу просьбу. Вы просили, вы молились, вот вам такого человечка и дают. Так, еще здесь очень мелкая лодка пробивается сквозь какие-то волны, камни, не знаю, что-то мешает этой лодке. В этой лодке человек, который именно к вам вот, мечтает попасть, добраться с какими-то серьезными усилиями, с помехами, с преодолением этих помех. Человек таки до вас доедет. Я не могу сказать, кем приходится вам этот человек, но радости будет много. И у вас, у этого человека, что наконец-таки доехал. Едет, плывет, едет. У каждого по-своему отыграется через серьезные помехи. Так, еще звезда. Звезда, которая падает в руки. Возможность осуществить свою мечту, свое желание, свою хотелку. С правой стороны падает и прям в руки. То есть между вами и вашим желанием, и вашей мечтой дистанция, пространство сокращается. Но кому-то действительно как подарок придет. Да? Подарок, может быть, кто-то для вас что-то сделает, либо наконец-таки для вас что-то откроется. Звезда падает в руки. Звезда небольшая, но очень и очень ожидаемое либо желанное. Так, 2 тройки, большое ухо. Люди вам будут подсказывать полезная информация вокруг вас или правильное решение, кому-то прислушаться, кого-то послушать, либо получить какое-то образование, знание. Смотрите, опять же, с правой стороны во благо, на пользу. И здесь уже даже как предрешено. Может быть, вы уже приняли решение, да, пойти кому-то на консультацию, либо посетить какой-то курс, прослушать какие-то лекции.
найти информацию о ком-то, либо о чем-то. Это будет полезно, это будет кстати, и информация, которую вы получаете, вы легко усваиваете и действительно можете ее потом применять. Очень, кстати, удачно для себя применять, да, с правой стороны. Так, здесь круг из дорог. Вы знаете, этот, как это называется? Как спираль. Спираль, да? Дороги в спираль закручиваются. Кто-то вас пускает по ложному следу. Либо вы сами заблуждаетесь, либо кто-то вам неправильно советует. И вы вот по кругу постоянно бегаете, выхода найти не можете. Это не лабиринт, это действительно вот как спираль, да? Идет спираль по кругу. Мои хорошие, во-первых, не слушайте дураков, да, это такой прям очевидный совет. И второй момент, если вы в чем-то сами до конца не разбираетесь, не стоит наобум, либо не стоит рисковать, да, нужно просто сесть и разобраться, либо найти того, кто разбирается, конкретно разбирается. Вы очень-очень много времени теряете на пустое. Да, вот этот бег по кругу — это пустое. Прекратите этим заниматься, прекратите. Либо отложите, либо найдите того, кто вам подскажет и поможет. Не бойтесь попросить помощи, не бойтесь показаться неосведомленным человеком. Не зря же говорят: век живи, век учись. Хватит делать каждый день одно и то же. То, что не приносит ни радости, ни удовольствия, ни какого-то смыслового значения не имеет. Хватит, прекращайте. Это все бег по кругу у вас идет. Так, с левой стороны большая птица, похожая на ворону, от вас отвернулась. Но у них отыграется как прекращение каких-то плохих новостей, какой-то дурной информации. Также по воронам могут отыгрываться люди, провокаторы, люди, которые оговаривают, наговаривают, чем-то обвиняют. От вас этот человек отвернулся. То есть либо плохие новости перестанут приходить, там неправильная, дурная, искаженная информация, пугающая информация, либо человек, который на вас там нападал, как, знаете, стрелки все на вас переводила, от вас отвернется, в другую сторону повернется. Здесь как облегчение вам идет. Облегчение. Не бойтесь, все нормально. Здесь эта ворона как в другую сторону развернулась, да, чем-то другим заниматься станет. Кстати, у кого-то еще по такому знаку может отыграться ситуация, что вас в чем-то обвиняли, ну вот конкретно вас там подозревали, обвиняли, пальцем вас тыкали. И здесь что-то происходит, да, по этой вороне, которая отвернулась, найдется истинный виновник, либо лицо, которое совершило то или иной поступок правонарушения. И, соответственно, с вас обвинения будут сняты, а на другого человека они обрушатся. Ну, кто истинно виноват. Эта ворона, она для вас не опасна. Она для вас даже какой-то позитивчик несет. Да, то, что она от вас отвернулась. Здесь явно будут какие-то улучшения. Люди к вам по-другому начнут относиться. И еще как момент. Может быть, вы как в новый коллектив вошли, новая семья, новый коллектив, и к вам как-то предвзято относились, либо вы были под прицелом, да, все на вас смотрели. Здесь, опять же, одобрение. Вас одобрят, вас примут за свою, посчитают, да, и вы перестанете быть белой вороной на фоне других людей. В принципе, здесь хорошо. Для вас это хорошо. Так, здесь у меня образ женщины, честно скажу, замученной какой-то рутиной, бытовухой, работой, семьей. Ну, если так можно сказать, да, потому что семейные дела, они же все-таки, если один человек на себе тянет, это тяжело. Такая замученная, изнеможденная женщина, которая уже теряет и вкус, и интерес к жизни. Такой вот образ мне вышел. Несчастная, замученная женщина. Смотрите, рядом с вами вырисовывается дяденька, мужчинка. Не могу сказать, кем он вам приходится, но он вас пожалеет. Он вас пожалеет, он вам либо в чем-то поможет, либо, ну, чисто морально, да, там, какую-то поддержку вам окажет, там, будет вас комплиментить, будет вам рассказывать, какая вы сверхъестественная, необычная, привлекательная. В общем, здоровски поднимет вам настроение. Может быть, этот дяденька женат, может быть, он там по возрасту гораздо старше, чем вы.
Но вот его добрые слова, его поддержка, его комплименты просто как волшебная таблетка для вас. То есть вы его послушав, да, вы немножко по-другому себя и вести станете, и как-то за собой ухаживать станете, и, может быть, каким-то его советом прислушаетесь. Но он вам помогает, он реально вам помогает. И девушки, женщины, у кого ваш мужчина, будь то муж, будь то сын, где-то от вас далеко, ждите его приезда. Он приедет и вам поможет, конкретно поможет. Не просто там на словах, что вот я тебя понимаю, тебе тяжело, ну я мыслями с тобой. Нет, он будет что-то делать. Ну, допустим, там разделите бытовуху, разделите там уход за детьми, какие-то другие обязанности. То есть какая-то помощь идет тоже. И жалеет вас, и помогает, и прям вы улыбаться начнете. Вы выспаться сможете, лучше выглядеть станете, настроение у вас улучшится. Хороший момент. И, кстати, по таким картинкам еще отыгрываются женщины с плохим состоянием здоровья. Да, и тогда этот дяденька — это хороший доктор, который вас полечит, который вас на ножки поставит, который избавит вас от вашей хвори, от вашего этого ужасного состояния выжатого лимона, усталости хронической. В любом случае, девочки, мужчина с большой разницей в возрасте, либо ваш родственник, близкий вам человек, который вернется. Так, дальше. Человек на лошади. Ага, вот, схлестнутся два человека. Один на лошади, другой на волке. С правой стороны и с левой стороны. Схлестнутся, сойдутся, да, сойдутся. Это два разных человека. Это не вы. Это кто-то в вашу жизнь войдет. Смотрите, один очень такой, ну, серьезный, порядочный, ответственный. Может быть, как-то будет связан с вами по работе, либо по каким-то рабочим вопросам. Человек-трудоголик, человек профессионал, человек, который без работы и жить не может, да, назовем так. А второй человек на волке едет, человек, который обладает какими-то способностями, человек, который способен вас защитить. Также могут отыграться всякие военные, полицейские, там, силовики, охрана, даже как юристы, да, юристы могут отыграться. Но такой, знаете, не робкого десятка и физически очень сильный, развитый человек. Даже если уже и возраст у него, то все равно вот это вот, как осанка, да, муштра, она не прошла мимо. То есть у человека, вот на него глянешь и скажешь, все, точно военный, да, точно какой-нибудь офицер. Два человека. Один с правой стороны заходит, другой с левой стороны заходит. А, девочки, вот тот, кто справа на коне, человек, он как удачу несет в вашу жизнь. Здесь подкова у него идет, он подкову на себе везет. Подкова, удача, да? То есть сотрудничество с этим человеком, общение с этим человеком, встреча с этим человеком, контакты с этим человеком. Все обернется для вас большой-большой удачей. Вот работа, деньги, заработки, в принципе, да, общение с этим человеком. За все, за что возьмется этот человек, все, ну, как плюс идет. Плюс, да, удачка, везение плюсом идет. Тот, кто едет на волке, тут немножко другая история. Тот, кто на волке, он вам не удачу везет, он вам больше везет как место под своим крылышком, да, давайте так скажем. Обеспечить защиту, за вас заступиться, что-то для вас сделать, добиться, защищать, оберегать, под крылышко под свое взять, как покровитель вам идет. Покровитель. Ну, хороший человек, тоже хороший. У него характер такой, знаете, он как одинокий волк. Да? Он одинокий волк, он очень замкнутый и малообщительный, но при этом, если он кого-то полюбит, либо ему кто-то понравится, все, это one love. Человек никогда не предаст, не изменит, не уйдет, не отойдет, не бросит в беде. Такой, знаете, суровый, но в душе прям добрый-добрый. И к вам он будет очень-очень добрый. Он будет нещадным к вашим врагам, таким вот прям, знаете, без сожаления, либо без эмоций он будет относиться к вашим врагам. Жестко будет с ними бороться, их подавлять. А вот к вам какую-то особую нежность будет испытывать.
Назовется мне кто-то из девчонок, прямо окажется среди двух женихов. Два жениха, представляете, два мужчины, которые будут за вами ухаживать. И каждый будет стараться чем-то вас поразить, удивить и перетянуть на свою сторону, да, добиться вас, добиться вашего сердца. Девчонки, женихи бывают в любом возрасте. Это не значит, что вы тут прям будете выбирать и за кого-то обязаны выйти замуж. Вы тоже можете быть замужней дамой, да, и при этом будут два человека, которые захотят как-то привлечь ваше внимание к себе, понимая, что вы, например, не согласитесь на роман. Просто захочется для красивой женщины сделать что-то очень положительное. Если вы мужчина, смотрите мою отсыпку, то то же самое. Два человека войдут в вашу жизнь, и каждый из них будет очень положительно относиться к вам. Но здесь, конечно, больше про сотрудничество, про дружбу, про такие добросердечные отношения между вами. Один на лошади, другой на волке едет. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.